Коми сократилось число малоимущих семей и низкий уровень безработицы. Итоги реализации и планы госпрограмм «Социальная защита населения» и «Содействие занятости» сегодня рассмотрели в Госсовете Коми. Все социальные обязательства перед жителями Коми выполняются в полном объеме. Сохранены на следующий год и финансирование увеличивается. Ольга Коняева продолжит. Треть жителей Коми получает социальную поддержку государства. Это 80 видов различных пособий и выплат, федеральных и республиканских. В денежном выражении более 14 миллиардов рублей. Меры поддержки сохраняются, совершенствуются и вводятся новые, благодаря чему малоимущих семей в Коми становится значительно меньше. Для многодетных семей, которые проживают в Воркуте и Инте, введена новая мера поддержки в виде компенсации расходов за провоз личного автомобиля железнодорожным транспортом по маршрутам Воркута-Сосногорск, Инта-Сосногорск и обратно. За компенсацией расходов обратилось 55 семей, которым назначена выплата на общую сумму 2,3 миллиона рублей. Далее, ветеранам боевых действий установлена ежегодно денежная выплата в размере 3000 рублей. Новую выплату получили более 9000 человек. Продлен срок действия регионального семейного капитала по 31 декабря 2024 года. С 1 июля при рождении ребенка семьям вручают подарок новорожденному. Решен вопрос компенсации расходов на проезд к месту оказания медицинской помощи и обратно беременным и онкобольным из труднодоступных поселений. По поручению главы Коми до 75 тысяч рублей увеличен размер материальной помощи при газификации жилья. Республика Коми не уменьшает финансирование по этим важным социальным программам. Наоборот, предусмотрена индексация расходов по этим программам. Поэтому все взятые на себя обязательства Республика Коми и в целом Россия, российское государство, конечно, будет выполнять в полном объеме. Возведены новые корпуса Тентюковского дома-интерната и Кунипского. Это 160 новых мест для нуждающихся в уходе. Новое оборудование и весь комплекс сопровождения. На 95% оба здания построены за счет федеральных средств. Предварительно республике одобрено финансирование более миллиарда и на расширение Летского интерната в Прилузском районе. Это еще 200 мест. Значительное пополнение в этом году в списке бесплатных получателей социальных услуг. Со следующего года в их числе и дети войны. Новые категории граждан в этом году получили право на бесплатное социальное обслуживание на дому. Это категории труженики тыла, это узники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, это жители, граждане республики, имеющие знак «Житель блокадного Ленинграда». Это участники специальной военной операции, получившие ранения. Решается вопрос строительства жилья для детей-сирот. В этом году новоселье справили 241 человек. Выдано 17 сертификатов по 1 800 000 на покупку квартиры. Это новая социальная выплата для сирот, достигших 23 лет. Но очередь на заветные квадратные метры пока остается. 143 человека имеют неисполненные судебные решения. При этом с начала 2022 года количество указанных судебных решений уже сократилось на 111, то есть на 44%. Вот данную проблематику поднимали и мы неоднократно, и прокуратура обращала внимание. В принципе, вот видно, динамика достаточно положительная, хотя я понимаю, что более 1000 детей-сирот, не имеющих жилья, это достаточно серьезная цифра, на которую надо вместе с депутатами работать. В Коми открыто больше 11 тысяч вакансий, в то время как официально безработных в 2 раза меньше. Требуются инженеры, преподаватели, врачи, средний медперсонал, а также водители, повара, пекари, слесари, электрогазосварщики. Правда, значительно меньше рабочих мест в селах. Для снижения дисбаланса службы занятости предлагают профессиональное обучение. На выбор десятки образовательных организаций и более 130 специальностей. Но благодаря тому, что мы получили хороший объем финансирования из федерального бюджета, мы предоставляли весь необходимый объем помощи и поддержки и работникам, и работодателям за счет республиканского бюджета. Совместно работали с Государственной инспекцией по труду, с Министерством экономического развития, и нам удалось в сегодняшний день сохранить стабильную ситуацию на рынке труда, и у нас сегодня уровень безработицы составляет 1,3%. Это 5300 человек безработных, зарегистрированных. Это очень хороший, позитивный, я считаю, результат. По всей стране идет трансформация службы занятости, ремонт, техническое оснащение и, главное, повышение эффективности работы. В плане на 3 года Ухта, Воркута и Усть-Вымский район. И уже модернизируется Центр занятости столицы Коми. Ольга Коняева, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.